Þar börðust þeir dýra, svo drepust á æðir. Fyrstu var Fimbul freki sem fjöllin var veit. Hann gaul á vindum vetrin leiðir Fylkingi hans var og frostan bles frá krafti. Grím og ís vaksu í mætti ei haltu. Í nattmyrkrinu glóði hans auga sem var. Voru gleðjar hans klokkar og passar sem stál. Fyrir mat sá hann enga sálu svo stóra, en náttinn þrennan hann gataði nú að dúra. Strider drömmen fång, falla isk stenjard, svappor raste vid fart. Snart förbi denna nöd. Hjärtat bär mot stärk. Isk falla men ej mörk.
Что за перья? Стрелы, достойные убить короля. Не смей трогать священные стрелы. Ты оскверняешь память мученика. Постой-ка. Покажи мне стрелы. Почему эти стрелы тебя так волнуют? Покойного короля Эдмунда, этот трон и все, что на нем, благословил отец Джеймс. Что-то не похоже. Смотря как оценивать правление короля Эдмунда. Я осматривала стрелы, но не решалась потрогать. Но раз уж ты их все равно схватил, может, продашь мне? Я не против, но стрелы короля Эдмунда перемешались с моими. Я легко отличу новое от старого. История королевства будет восстановлена. Просто продай их все. Вот эти самые стрелы пронзили тело святого Эдмунда. Я должна их изучить. Спасибо. Gætlegasta kryddur og gríð. Нужно быть осторожнее. Не сбежишь, крыса! Прольем воду!
чувствую касание Сейда. Такой смерти никто не заслужил. Несчастная жертва чьей-то ярости. Ты хочешь крови? Как и другие мерзавцы? Говори! Не твоей, если не нападешь. Лжешь! Ты умрешь, как и другие подлецы! Узри же шрамы на моем сердце! Гнусная колдунья! Вдохни глубже! Узри, как я стану дымом! Услышь хруст своих костей! Выпьют в зале Одина за новую битву. Как же ты безумна! Разве это возможно? Упрямится! Как же ты безумна! Слава дочерям Лериона! Ты слишком слаба! Кровь вопиет! Я ее заткну! Кромешный мрак питает мой гнев. Я исполнюсь гнева своего отца! Охвачена огнем, но не горит. Как же так?
Такой смерти никто не заслужил. Несчастная жертва чьей-то ярости. Нет, в зале Одина за новую битву. Разве это возможно? Пусть льется кровь! Мертвецы! Вот ваша жертва! Несчастная жертва чьей-то ярости. Ты хочешь кровь? Нет, в зале Одина за новую битву. Возможно? Ты слишком слаба. Ты слишком слаба. Кровь в... Я исполнюсь гнева своего отца! Охвачен огнем, но не горит? Как же так?
Нет, огонь! Путинга! Пусть льется кровь, да явятся мертвецы! Вот ваша жертва! Путинга! Путинга! Проклятье! Стихнут злобный смех и угрозы. Покойся с миром. Чувствую прилив сил. Здесь мне точно не рады. Прими свой вид!
Сигурд, отдашь мне тот камень? Нет, он нужен мне для башни. Сигурд, твой отец сказал, что ты ухаживаешь за Сефой. Нет, уже нет. Она сказала, у меня лицо как у кита, и я плюнул ей на ногу. Негоже так звать любимого. А Сефа знает, что ты разорвал ваш союз? Знает. Я сказал ей искать другого Дренга, и она начала плакать. Зачем? Это глупо. Сигурд, твоя жестокость выйдет тебе боком. Вот я бы тебя не предала. Потому что мы друзья. А в любви все иначе, чем в дружбе. Любимые предают друг друга, и этого не избежать.
пронизана странной силой. Бдительная тут стража. Эй, что? Трусливый крысеныш! Ну же! Кого заберет Один? Умри! Жалкая овца! В руках Один!
той стороны. Здесь лучше не шуметь. Могу бегать весь день! Дерьма! Просто нефиг! Спасибо. Весьма признателен.
Спасибо. Очень признателен. Тор дал мне сил.
Еще одно тело. Убийце нужна добыча? Лишить нас чести было мало? Ты хочешь вновь оскорбить мою семью? Посмеяться над жертвой моего отца? Пророчица, мы не враги. Какой король-предатель послал тебя? Эдмунд? Бургрет? Элла? Я не служу королям и не склонюсь перед тобой. Всех, кто вторгнется сюда, постигнет одна участь. Я разорву тебя! Назад! Вдохни же, порыв! Твои двойники, что это за сейд? У меня много. Что это за колдовство? Ты долго продержался, воитель. Теперь я буду биться в полную силу и вырву тебе глаза!
Нужно накинуть капюшон. Ну же, помоги мне! Покажем ублюдкам! Там язычники! Сплотимся же во имя Господа! В этот раз не сбежишь! Будешь гнить! Сдохни! Пусть тебя черви жрут! Господь нам поможет. И выпущу. Все вместе. Умри! Помогите! Мне тут нужна помощь. Эй, сюда! Здесь еще золото!
Помоги мне, скорей! Вперед, братья! К победе! Любит меня! Спасибо. Вижу добычу. Эйва, помоги! Все, нам пора на корабль.
слышны из той церкви. Пришел твой час. И ты! Ха!
разгорается гнев? Ты умрешь, тварь! Девять трав могучего ватана бьет по змее, человека кусающий. Это молитва? Заклинание? Последние фразы клятвы? Лишь незаконченный мной заговор.
Если меня узнают, будет плохо.
отбивную! Будешь страдать! Грешники будут в аду! Нужно позвонить! Что? Сейчас ты сдохнешь! Господи, не спошли мне ангела!
Яблоки рассыпались. Да, увы. Дьявол наслал на меня бурю, и вот что вышло. Но я сумел спасти самые лучшие. О, как эти яблоки тают во рту! Вкусишь и ощутишь Божью благодать. Что в них особенного? Яблоко есть яблоко. О, позволь не согласиться. Видишь ли, каждый год мы идем к Хаме, чей дом к западу отсюда. Хамме, чей дом к западу? Да, мы зовем его Молотом. Яблоки у него с приятным привкусом железа. Мой друг уже наверняка вернулся оттуда и пирует, а меня постигло несчастье, и повозка разбилась. Спину скрутило узлом, как у дряхлого дуба. Elden ben ook verdient. No one is waar. Who's on your way to swear there? So den Ernan eft on Biri, swak nakod. Моя повозка сломана. Эти яблоки так сочны. О, благодарю тебя за помощь. Я буду рад поесть этих яблок вместе с тобой, когда мы встретим твоих друзей. О, конечно. Разделим этот дар Божий. Как чудесен привкус железа. Так приятно после долгого поста. Поста? Вы голодаете во имя вашего бога? Да, в знак верности ему. Боремся с искушением. Но теперь нам можно вкусить плоды его трудов. Отведать яблоко вместе с другом — высшее удовольствие. О! Да, порой очень приятно спокойно насладиться яблоком. Судьба часто бывает к нам неблагосклонна. Нужно радоваться простым вещам. Я так рад, что ты встретишься с моим другом и поешь с нами яблок. Как славно идти вот так. Это будто паломничество. В конце нашего паломничества мы поклонимся святому Гутлоку. Утонем в благодати. Мы на месте, в нашем святилище. Присоединяйся к молитве и ешь яблоки. Окунись. Что? Лишь так можно благочестиво вкусить плоды трудов Всевышнего. Хвала ему. О, брат Хольфульф! Ты кого-то к нам привел? Я рад, что ты вернулся. Какие яблоки! О.
adheret lumbare ad furore de hominibus quasi stercus superrudit ascabra cuius. Multi autem sunt in numero, sed mente sua ad modum tenues esse. На нас свалилось столько бед. Может, на Сому наложили проклятие? Сома всегда почитала богов. Проклятие на нас навлечешь ты, если нарушишь клятву и сбежишь. Эйвор, то, что ты с нами, честь для меня. Что ты задумал? Весь Шир хочет, чтобы городом правила Сома. Кроме этих деревень. Их жители кормят войско Вигмунда. Поэтому мы сожжем их дома. Быстро и дотла. Как молнии Тора. Как ты присоединился к Соме? Однажды Вельва послала мне видение. Пронзив мой разум, оно развеялось. Но мне было мало. В надежде на новое, я долгие годы ел лишь белину, грибы и священные травы. Силы мои иссякали. Я скитался, одурманенный и безумный. Саксы хватали меня, но отпускали. Раз за разом. Сома нашла меня в болотах. Я был наг и одинок. Она дала мне все, в чем я нуждался. Я обязан ей жизнью. Видения обладают странной силой. Что ты видел? Я подымался в гору. И нес на себе льва и змею, и изнывал под их весом. Я изнемог. А затем появилась Сома и помогла мне. Мы добрались до вершины. Нам едва хватило там места. На пике, похожем на острие клинка, мы стояли, вцепившись друг в друга. Крепко. Я кажусь отстраненным, одержимым. Но боги всегда с нами. Я считаю мой долг защищать Сому от их гнева. А что ты думаешь о Ливе и Бирне? Лив. Прирожденный моряк. Разве что очень увлеченный. А Бирна, что ж, для нее жизнь шутка. Сома извлекла ее из канавы. Тайный ввоз товаров, чтобы не платить пошлины, и много лжи. Клан есть клан. И я буду драться бок о бок с Бирной, хоть она и груба. Но судьба ее не забудет. Думаю, пора кидать факелы. Избавимся от крысенышей Вигмунда. Зажигай факелы и поджигай наконечники стрел. Красный быстрее быстро чистит. Обрушимся на них, как проклятие! Сожжем эти лачуги! Пусть расплатятся за то, что отняли Грента Бридж у Сомы! За то, что лизали пятки Вигмунду! На нас напали! Языки!
налетчики! Я горю! Этот запах горящих соломенных крыш и торфа. Умелая работа. Вигмунда заденет за живое. Ты ревел и крушил, как огненный сурт, шагающий сквозь пламя Муспельхейма. Увидимся дома, Дрэнк.
Не заметил ли ты чего странного в ночь нападения? А ведь и правда, одного из драккаров не было на обычном месте. Его вытащили на песок чуть дальше к северу. Где именно? К северо-востоку отсюда. Несколько дней прошло. Сейчас, может, его там и нет. Я вам ничего не скажу. Ничего! Такие черви, как ты, не выползли бы из грязи, не...
Мерзкая падаль. Невежда. Тебя пожрут тролли. Я увидела венец у Лохани. Рядом с ней. Украла его. Бежала, спрятала. Уверена, теперь его жрут черви. Пусть правят старым Альбионом. Рад встрече. Сведения? Тебе нужны сведения? У меня разумные цены. Ладно. Смотри, я отмечу на твоей карте одно местечко. Если узнаю, пощады не жди. Вот наш враг! Убить! Ты поплатишься! Я узнаю, что мне... Как я уже сказала, такие черви, как ты, не выползли бы из грязи, не будь Вигмунд в беде. Говори. Что-то случилось. Чем я могу помочь? Всегда приятно разжиться новым товаром. Да, будешь привлекать к себе внимание. Отличный выбор.
Да, отличная вещь. На этом все? Мне уже пора. До встречи. Эйвор, все получилось. Вот один из людей Вигмунда. Шнырял у Дуралепонте. Только не убивай его. Повеселись. Я буду в длинном доме, нужно все обдумать. Малыш, малыш, где прячется твой папочка? Грязные язычники. Грентебридж принадлежит лорду Вигмунду Олденскому. Город его по праву. Бедняжка. Не знает, что мы делаем с такими, как он. Ему не рассказывали. Мы ему покажем. Какие ручища. Славные выйдут перчатки. А сердце у такого-то здоровяка можно накормить целую семью. Спорим ему глотку и напоим сады его кровью. Боже, нет, нет! Он на острове Или! Элдермен Вигмунд! Он там, в монастыре, клянусь! Не пришлось возиться до утра. Давайте свяжем его и пусть сгниет. Проклятые Даны! Мой лорд прогонит вас с этой земли! Всех вас! Да помилует Господь! А вдруг этот трусливый змей хотел проклясть нас? Я не мог рисковать. Он же христианин. Вигмунд на острове Или. Я сообщу об этом Соме. Ну же, мне нужен соперник! А, хочешь пить? Выпей до дна быстрее меня, и победа твоя. Бери рог! Да ты сильный противник. Эйвор, что же рассказал человек Вигмунда? Вигмунд в монастыре на острове Или. Среди церковных крыс. Нужно продумать нападение. Но я не стану бросать ему вызов, пока в моем доме предатель. Что ты выяснил? Я нашел послание для воинов саксов. Им запретили нападать на желтый дракар. Мы красим в желтый лишь отдельные части наших кораблей. Если в болотах есть желтый дракар, я должна знать.
Бирна влюблена в тебя. Безответная любовь — опасное чувство. Бирна всегда была непредсказуема. Но она воин, а не ребенок. Она не идет на поводу у чувств. Раньше Бирна тайком возила товары и едва ли жила честно. Даже у людей из самых низов есть честь. Даны знают это лучше других. Лив жалеет, что не стал притязать на власть и не правит сам. Лив занимает видное место в нашем клане. Он лучший корабельщик и знает, что я знаю это. Лив недоволен тем, как ты правишь городом. При мне город процветает, как и гавань, где стоят его дракары. Лив сказал, что желтую краску украли. Желтую краску трудно изготовить. Когда ее украли, он был очень сердит. Галин ставит свои видения превыше всего, как фанатик. Видения как облака. Каждый видит в их форме свой смысл. И смысл, что открывается Галину, важен для него. Галин сказал, что был при смерти, когда ты нашла и спасла его. Да, его считали проклятым. Он плыл по воле волн. Но всем нужен тот, кто поможет им вернуться на берег. Мне нужно подумать. Конечно. Ищи подсказки во всем шире. И говори, с кем пожелаешь. Послушай, может, ты заметила что-нибудь перед нападением? Нет, мы весь вечер пили с Бирной и ее людьми в длинном доме. Она как бездонная бочка. О, да ты сам не свой солнечный луч. Что тебя гнетет, дружище? Я размышлял кое о чем. Я нашел письмо, запрещающее саксам нападать на желтый дракар. Среди наших дракаров нет желтых, вроде бы. Что произошло в ночь нападения? Все было спокойно. Прекрасная туманная ночь. И вдруг повсюду саксы. А Сома ревет, как медведица. Она велела отступать, и мы побежали к дракарам, чтобы уплыть в болото. Это была засада. У тебя темное прошлое. Иные говорят, тебе нельзя доверять. А вода мокрая, надо же. Я держу нос по ветру и всегда ловлю удачу. Сома не против. Она знает, кто я и кем была. Но верит мне. Кому лучше знать, что серьезно, а что нет, чем ей? Должно быть больно молча служить той, кого любишь так сильно и безответно. Иногда очень больно. Тогда я прижимаю к груди ладонь, чтобы сердце не разорвалось. Верно. Гранта Бридж не пал бы так просто.
Кто-то показал саксам потайной ход в длинный дом. Забудь. Кто-то из города показал саксам потайной ход в длинный дом. Где ты была, когда начался бой? Бражничала с воинами в длинном доме. Потом сражалась с саксами. Я не могла показать саксам тайный ход. И днем, и ночью я была на виду. Не было ли чего странного перед нападением на Грентобридж? Город миновали два сакса, когда я стоял на страже. Один ехал в Мильдебурнский монастырь, а другой в лагерь в Удбеке. Наверное, вестовые. Но раз они ехали не к нам, я тогда и не встревожился. Эйвор, кажется, твои паруса сникли. В чем дело? Хотел спросить. Желтую краску украли перед нападением? Да. Изготовить ее непросто, а достать тем более. Узнав о пропаже, я пришел в ярость. Я нашел странное письмо, в котором саксам запрещают нападать на желтый драккар. Я никогда не красил драккары в желтый цвет полностью. Это слишком дорого. И письма я не видел. Расскажи, что произошло в ночь нападения? Я работал на верфи. Потом вдруг оказалось, что город заполыхал изнутри. Затем Сома увела нас. Ты был разочарован, когда Гутрум сделал ярлом Грентобриджа Сому, а не тебя? Блюсти честь непросто, иначе негодяи перевелись бы. Да, я хотел бы стать ярлом, но прежде всего я человек чести. Ты сказал, что приказы Сомы тебе не по нраву. Да, но я следую им. Это мой долг перед кланом и Ярлсконой. Честь определяют поступки, а не желания. Лейв, кто-то сказал саксам о потайном ходе под Грентобриджем. Забудь. Лейв, кто-то показал саксам потайной ход в длинный дом. Где ты был, когда они напали? Что ты делал? Когда начался бой, я был в мастерской, украшал парус для наших союзников из Гримсби. Без желтой краски. Когда Сома приказала отступать, город уже наводнили саксы. Я был далеко от тайного хода. Очень далеко.
Скажи, не видела ли ты чего странного в ночь нападения? Я видела в темноте, как кто-то бежал от города к берегу, как раз перед нападением. Но не видела, кто. Эйвор, вот так сюрприз. Я тут подумал. В ночь нападения не было ничего странного? Было. Саксы появились в сердце Грента-Бриджа точно по волшебству. Странно, как крылья угря. Я дрался всю ночь и весь день, пока не изнемог. Ты знаешь, что было дальше. Меня чуть не съели волки. Я нашел письмо Саксом от Вигмунда. Он запретил им нападать на желтый драккар. Странно. Только у Лива есть то, что нужно для покраски наших драккаров. Стоит спросить у него. Почему Сома нашла тебя при смерти? Следуя за судьбой, я бросил свой клан. Я мало что помню. Травы спутали воспоминания. Но я жаждал новых видений. Не знаю, поймешь ли ты, но Сома... Она поняла, что боги уготовили мне особый жребий, и он стоит риска. Как ты считаешь, что значит твое видение о тебе и Соме? Умный вопрос. Думаю, смысл в том, что Сома приведет меня к величию вопреки трудностям. Наши судьбы связаны. Я пытаюсь найти того, кто предал Сому. Ты мог бы помочь мне? Я был бы рад. В ночь нападения я размышлял на берегу вдали от любопытных глаз. В ту ночь я был один. Пока не появились саксы, я не видел ничего необычного. Надеюсь, ты доволен.
Кто-то не поленился принести бодейку с желтой краской прямо к берегу. Быстро покрасил стоявший здесь драккар, а затем уплыл. Не без помощи союзников. Прошу прощения. Как хорошо. Покажи, что там впереди.
Ты ничего не видела в ночь нападения? Только Лива. Он храбро сражался. Знаешь, он вырезает стихи на каждом своем дракаре. Он и мастер, и скальд. Где дракары теперь? Сгинули в тумане фенских болот. Если б я могла их там отыскать. Ведь им просто нет равных. Лив был бы так счастлив. Еще бы. Удачи тебе.
стражников.
Убейте шапку! У меня на всех хватит! И на дом! Надо. Часть из них бросилась за выжившими в туман, а остальные разграбили судно. Драккар наспех облили желтой краской. Странно. Зачем нужно было делать его не таким, как другие? Драккар наспех облили желтой краской. Странно. Зачем нужно было делать его не таким, как другие? Чувствую прилив сил. Осмотрись вокруг. Не стоит привлекать внимание.
Снова ты. Я тут подумал. Почему твой дракар покрашен в желтый? А он желтый? Не припомню. Спроси Лива. Он наш корабельщик. Я тут подумал. В ночь нападения не было ничего странного. Было. Саксы появились в сердце Грента-Бриджа точно по Я дрался. Мне пора идти. Могу я еще чем-нибудь помочь? Хотел спросить. У реки я нашел бодейку из-под желтой краски. Да? Не так давно ее украли из моей мастерской. Я нашел ее на берегу. Она была пуста. Мне пора идти. Хочет состязание. Нашел ли ты в Грента-Бриджшире достаточно подсказок? Готов ли назвать имя? Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Так кто же предатель? Тебя предал Гален. Ты уверен? В своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужен мне. Как ты думаешь поступить? Как должно Ярлу. Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Галин, ты предал меня, мерзавец. Что за вздор? Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать явь со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома.
Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен. Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его. Я словно оторвала себе руку. Пусть ты убьешь Вигмунда, но это не поможет исцелить твою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Мы разобьем лагерь на острове Или. Ждем тебя там. На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешь ней и ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла, ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. Хочешь выпить с лучшим из лучших? Добро пожаловать. Ты приносишь такие странные вещи? Больше ничего не нужно? Мне пора в путь. Нужно быть осторожнее.
Лети, птичка! Раздавлю тебя.
Отомстим! На части разорву. Вот наш враг! Убить! Здесь правят темные духи.
Павший воитель, позабытый валькириями. Еще один беспокойный дух. Здесь для того, чтобы почтить память великого короля Лериона? Впервые о нем слышу. Его предали и убили. Те, кто отказал ему в дружбе. Так же, как ты сейчас. Подожди, я тебе не враг. Тьма охватит мир и поглотит тебя. Богине меня не победить! Твои кости лягут рядом с прочими. Чары тебе не помогут! Как ты создала своих двойников? Тор дал мне сил. Проклятие. Чары тебе не помогут. Рассудок оставил тебя. Прекрати свой... Возьмем языческую тварь! Убить! Хорошо. Тебя просто не сбежать. Ничтожество.
только увидят. Сейчас будем играть в прятки. Ну же, так скоро солнце сядет.